ключевой вопрос к Кызым. Мы же хотели просто послушать, чем ты занимаешься. What is your occupation? Я умираю. Вот я такой человек, который не может просто вкратце сказать, мне нужно вон из истоков прийти, откуда все это началось. Короче, это собирательный образ, я никого не хотела оскорбить, и вот эти комменты типа мизогиничка. Кызым, мы просто хотим узнать, чем ты занимаешься в жизни. Не очень популярно. Короче, мен тиктокто видео түшүрөм да. Сен блогерсың. Ооба, мен блогермин. Есть. Мен блогермин. Ошо күн сайын видео тартып, анан өзүмдүн күйөрмандарымды шаңдоо кылып кубантам да. Суром бар. У тебя аудитория в ТикТоке же очень молодая. Это же, если на твою статистику посмотреть, какой возраст средний? 18-24. 18-24, да, это возраст, в принципе, когда вот люди там начинают принимать важные решения и так далее. Да. Мне что нравится в твоем образе, так это то, что ты нормализуешь разговор, ну, то есть говорить с акцентом на чужом языке. То есть, условно, для русскоговорящего человека, который там приехал из региона, и он начинает говорить на русском, многие очень стесняются говорить с акцентом. И мне нравится, что вот этот юмор, он как-то нивелирует эту вот неловкость и говорит, что, ребят, it's okay, да, говорить с акцентом на другом языке, что не надо этого стесняться, потому что мы сейчас видим, что статус там языка в целом, он поднимается, но очень токсично, ну, в большинстве случаев он токсично поднимается. То есть, если человек говорит, например, на кыргызском с акцентом, его за это булят, да? Да. И наоборот, если кыргызскоговорящий там, человек говорит на русском с акцентом, на него как это относится тоже свысока. И мне кажется, что это супер неправильно, потому что мы должны, наоборот, поощрять друг друга в языке, говорить, что это нормально быть в чужой стране и говорить с акцентом. Это нормально, если ты учишься, делаешь ошибки, это все норм. Типа, классно, что ты это делаешь, продолжай. Вот если говорить про твой месседж, который ты транслируешь, да, через этот образ, закладываешь ли ты в него именно вот эту составляющую языковую? Конечно, девочки, да, и мальчики тоже, которые ведут прямые эфиры, которые там блогеры и так далее. Ребята, если у вас родной язык кыргызский или казахский, зачем вы говорите, что вы не разговариваете на нем? Я вижу ваши другие видео, фото, там, где вы прекрасно разговариваете, вы в жизни тоже с родителями разговариваете на кыргызском, на казахском, тогда зачем вы пытаетесь... не знаю, без акцента, да, сказать, типа, я понимаю, но не разговариваю, да, ну, на ломаном русском. То есть русские смотрят, просто, наверное, им смешно, потому что это очень глупо выглядит. Почему вы вот так восхваляете, скажем, один язык, а свой родной язык, язык ваших родителей, да, вашей нации, вы вот так принижаете и говорите, типа, ой, он такой грубый, лучше идеально разговаривайте на кыргызском, нежели чем вот так на ломаном, на рашне шалак, да? Лучше вообще не разговаривать тогда. Алтынсыз. И я ушла, да? Не, ну я, кстати, никто не спрашивал мое мнение, но я об этом скажу. Что ты думаешь? Я по этому поводу в одно время очень сильно загонялась, особенно когда попала к родителям в Штаты. Я долгое время не жила со своими родителями, и за это время у моих родителей выработался очень сильный вот этот вот стержень патриотизма, да, чем дальше, мне кажется, ты находишься от своей страны, тем больше ты такой патриот, больше ценишь там все наши ценности, салт, да, как мы говорим это. А что я? Я девчонка, которая выросла в городе. Мы с тобой учились в 70-й школе. Это русскоязычная школа, да, где в приоритете был русский язык. Выросли мы на Пушкине, на Некрасине, на Достоевском. И, ну, как бы, сори, так это случилось, так это получилось. Ну, в моем случае на MTV, да. Ну, окей. Ну, да, на MTV мы выросли на 12 злобных зрителей, да, там на всех вот этих вот... Обыск и свидания. Да, обыск и свидания. Да, то есть все... Мы выросли на ОРТ, камон, да, там. Да? На ОРТ тоже был. Да, на Поле чудес и на всех вот этих вот моментах, так скажем, да. Утром, когда слово пастырь, где мультики, слово пастырь вот это. Да, да. И я попадаю к родителям, и я дома так, папа, мне что-то спрашивает? Я говорю, да, папа. И постоянно отвечаю ему на русском. И в один день он просто меня посадил, говорит, кызым, давай поговорим с тобой, слющали. Я говорю, хорошо, папа. Он такой, говорит, это сейчас вообще никому не относится, это разговор между мной и отцом. Он говорит, сенің атың Маша. Я говорю, жоқ.
же мен саған Петр болот там. Я говорю, жоқ. Же мне сенің таятаң Степан бы, Василий бы. И я такая, нет. Чего не разговариваем на своем родном языке? Говорит, ушундай биздин сонун тилибиз бар. Таза өзүбүздүн өлкөбүз бар, тилибиз бар, жерибиз бар. Сен болсо, ну мне, конечно, сен болсо орусча сүйлөп жүрөсүң, кызым. Ты можешь со мной разговаривать на русском, но я очень хочу, чтобы ты разговаривал на кыргызском. Супер. И я помню, мне было так стыдно, я вот так вот села в комнату, у меня такой ком в горле, и я говорю, ну вот как так? Я, конечно, никого в этом не обвиняю, да, это среда, в которой я выросла. И она, возможно, ну, то есть благодаря ней у меня появилось какое-то мышление на вот этом русском языке, да. И я помню, я приехала в Бишкек, я купила книжку «Кыргыз адабияты» за 5-6 класс, и вот так сидела и читала заново окончание, да, там, потому что, да, у меня была 5 по кыргызскому во всех, вернее, классах, да, и классные отношения с учительницей, но я понимала, что мы, честно, разгильдяйские учили кыргызский язык, да, там стихотворение прям наизусть, да, да, наизусть, да. И я когда иногда встречаю стихотворение Алхула Осмонова, да, Берчима Аджарым Хаших музыка, да, и я вот такой, какой у нас красивый язык, я обожаю слушать песни на кыргызском языке. И мне хочется сказать, не надо стесняться его учить. Да. Мне кажется, это очень сильно показала нам ситуация в Октябрьской революции. Помните, да, вот это вот видео ребят, тружеников, которые вышли, да, помогать. Такие типа, мы с вами, мы пришли сюда вам помогать, да? И у них такое отчаяние было в глазах, и я себя узнала, потому что у меня тоже очень много таких моментов было, когда я там не давала интервью на кыргызском, не потому что я не хочу говорить на кыргызском, а потому что мне стыдно, что я не знаю свой родной язык. И типа, и это очень круто, что сейчас вот эти все тенденции меняются, и мне нравится очень сильно посыл Акалай Айки в том, что это смотрится глупо, но ты можешь говорить на своем языке, и ты имеешь право говорить с ошибками не на своем языке тоже. Абсолютно. Да. У нас, если посмотреть исторически, Кыргызстан в Советском Союзе занимал последнее место по количеству школ, в которых преподавали на родном языке. То есть, например, в Тбилиси все школы преподавались на грузинском, только одна была на русском. Во Фрунзе в советское время была только одна школа на кыргызском языке, все были на кыргызском. И мне рассказывали историю, что был момент, когда кыргызский язык запретили в изучении в школах. Его убрали, получается, как дисциплину. И понятное дело, что русский язык был языком там, карьерного роста, языком номенклатуры, политиков, там, элит, да, а кыргызский язык имел такой статус, ну, он как бы становился таким маргинальным языком, да, его как-то принижали, это факт, да? В этом плане Кыргызстан до сих пор остается там самым лояльным к русскому языку на постсоветском пространстве. У нас до сих пор это как бы осталось. И я считаю, что здесь вопрос стоит не в том, чтобы говорить о том, что один язык доминирует над другим, а скорее о том, что очень важно нам сохранить свой язык, но очень важно при этом говорить как и на русском, еще и на английском. То есть, например, здесь мы все на 3 языках, да, можем изъяснять свою мысль. И это же выгодно со всех сторон, потому что русский язык становится для нас языком общения постсоветского пространства. Английский язык там с глобальной аудиторией. Да. А кыргызский язык это становится языком какой-то полноценной идентичности. Да, как будто бы ты можешь ответить на вопрос, кто я, на каком языке я разговариваю и откуда идут мои корни. Кыргызча айтканда мен башкача ойлойт. Орусча айтканда башкача ойлойт. Когда я говорю... Жакшы айттыңыз, Эрик мырза. Кошлайлы. Есть же интересный факт о том, что на самом деле ученые доказали, когда человек меняет язык, на котором говорит, в нем образуется новая личность. И даже помню, Эрик, ты говорил, ханча адам ханча тил билсе, ушунча адам болот. Я, когда говорю на кыргызском, я превращаюсь действительно в другую. Вот вы очень классно подметили, я превращаюсь в очень спокойную, умиротворенную, да, есть такое глубокую женщину. Мэрим такая, типа, да, каждое слово 35 раз подумала и такая сказала. Когда я говорю на русском, это да. То есть, которая душа потиха, да? Да. А когда я говорю на английском, я себя чувствую какой-то... Уже немножко sassy. Собранный, да, немного такой, gentle, да, немного такая? Нет, наоборот, дерзкая. Нет, я такой флиртовая себя чувствую. Вот именно вот так. Вот именно вот так я, ну, типа,
yeah, really. Yes, да. Игривый, да, такой? Да, настроение, такой типа, Прикольно. Да. little champagne. Вот Да, Someone speak and Стоп, да, try. Да, да, вот так вот. Кстати, очень хорошо подметили. А потом на немецком их любят. Касаемо репутации, вот что вы думаете? Правильно было подмечено, допустим, у меня в свое время, когда был выбор поступить в кыргызский либо русский класс, я, вот честно скажу, выбрал русский только потому, что там все были посовременнее, Да. более городские, балконские, как у нас сейчас любят Габкородские. говорить. Да. И вот интересно узнать мнение каждого. Как вы считаете, как правильно нужно поднимать, улучшать репутацию кыргызского языка? Ну вот я отвечу, что, например, последний раз мы проводили выставку в ноябре прошлого года, называлась она «Чалхан». Она была посвящена кыргызскому языку. Как бы там вот как раз-таки в тексте я приводил эти факты о том, что почему статус кыргызского, он так сильно пострадал, и исторически в том числе контекст. Но я прекрасно понимаю, что нужно говорить о том, что язык-то у нас очень красивый, он очень литературный кыргызский язык, он, к сожалению, тоже исчезает, потому что мы видим в основном такой базарный язык, который очень много уже и заимствованных слов, где он такой очень грубый, а вот таза, да, настоящий кыргызский язык, он как мелодия на самом деле. И это вот красота этого, то есть нужно, как мне кажется, что нужно показать красоту этой культуры, красоту этого языка. И мы сделали это через выставку, которую назвали «Чалхан». В советском есть такой журнал «Крокодил» сатирический, который карикатуру использовали, чтобы высмеивать какие-то социальные проблемы в советское время. У нас был такой же журнал, он назывался «Чалхан». «Чалхан» с кыргызской переводится как «крапива». Да. Его задача журнала была, это чиновников, получается, там, пристыдить, получали письма со всей страны, и они публиковали, делали зарисовки на какую-то проблему и публиковали на всю страну. Тираж был невероятный, то есть люди не могли подписку получить на этот журнал, и все боялись, чиновники, если я в «Чалхан» попаду, то это кранты твои в полностью карьере. И мы сделали такую историю, мы нашли... Есть основатель кыргызского журнала «Чалхан», его зовут Турумбеков фамилия, его не стало еще в 90-е годы. Он вообще создатель жанра карикатуры. И мы связались с его семьей и попросили нам дать оригиналы работ 60-70-х годов, которые публиковались в этом журнале, и они все были на кыргызском языке, с переводом на русский. И мы взяли эти оригиналы работы и показали самые актуальные проблемы, которые до сих пор у нас в стране встречаются. Это все те же вечные проблемы. Коррупция, кумовство и так далее. И вот мы хотели показать... И плюс мы выбрали 12 художников и взяли 12 пословиц кыргызских. А кыргызский язык, он очень визуальный язык, потому что мы как кочевники, и мы все воспринимаем визуально. Да? То есть, например, даже фраза «ты мне нравишься», «мен сени жакшы көрөм», «я тебя хорошо вижу». Это все о визуальности нашего народа. И мы выбрали 12 пословиц, распределили среди 12 диджитал-художников и попросили проиллюстрировать эту пословицу, как они понимают. Ну, например, там пословица, да, «Калемдин учунда найзанын күчү бар». Да, на конце пера сила копья. И художник должен был визуализировать это, да. Или это там, так классно прозвучало. У меня аж прям ёкнуло сердце. Мурашки, да. И мне кажется, что и выставка получилась здоровская. То есть приходила молодежь, они смотрели, открывали для себя. Все мы делали на 3 языках: русская, английская, кыргызская выставка. И мы понимаем, что там через одежду, да, вот этот Курчак бренд, да, то, что мы хотим возродить кыргызские ремесла. То есть, как мне кажется, что самый лучший способ продвинуть статус языка и культуры в целом — это через красоту и любовь. Через эстетическое какое-то вот удовольствие показать, смотрите, какой язык, какие пословицы замечательные, как это емко может там передать одной пословице, там, панч, да, какой-то, ты можешь просто прекратить конфликт одним словом, да, там, Адам курку адеп, да, красота человека в его манерах, да, условно. И вот если отвечать на вопрос, да, твой, Кубан, то мне кажется, что нам нужно постараться найти вот эту красоту и в современном формате донести до молодежи. Будь то одежда, будь то выставки, будь то музыка. Через музыку, например, казахский язык я слушаю. Шатаут всем казахским исполнителям. Мне кажется, в Алматы, в Казахстане происходит ренессанс. Очень. Да. И они статус языка вот через музыку, через кино так поднимают. Слушай, они же к этому тоже долго шли. Они поменяли кириллицу на латынь же поменяли, да, в своем языке. То есть казахский пишется английскими, латинскими буквами.
И даже те экзамены, которые они прописывали по закону, должен человек там сдать экзамен, чтобы сдать экзамен казахского языка, чтобы работать, да, вот эти вот все моменты. Да. И причем они даже со стороны коррупции, то есть условно, да, можно было там гаишнику заплатить, там тому заплатить, а вот за казахский язык не-а. То есть дело принципа уже было. Вот, и ты действительно очень классно подметил. Мне очень нравится, как сейчас молодежь поет на казахском, как она снимает фильмы на казахском, как они очень такие, знаете, моменты исторические выводят на современный лад. И мы, кстати, мне кажется, очень круто идем по той же тропинке Да, тоже. абсолютно. И даже иногда нам казахи говорят: блин, вы такие кыргызы молодцы, вы чисто на своем кыргызском. Мы такие: нет, это вы молодцы, потому что вы там этот на своем. Как говорится, у кого трава зеленее, да? У соседей в саду. Вот поэтому из этого всего мы таки с тобой можем долго разговаривать. Вспомни, что здесь около такая. Я такая просто ушла уже в Айку, я сейчас думаю, сегодня надо 2 тиктока снять. Да. Да. Эрик, я хочу тебе рассказать о первом самолете, который был на просторах нашего Кыргызстана, города Бишкек. И это событие произошло за 80 лет до появления авиасейлс. Некий финн Теодор Суопио в 1927 году прилетел и посадил первый самолет на территорию Кыргызстана. Прилетел он делать аэрофотосъемки у нас здесь, ну, конечно, с нашей природой-то. Вот, прилетел самолет из Ташкента, вот, ты представляешь, и мы с тобой, да, провели вот это число за 80 лет до появления авиасейлс. Есть еще крутая дата, получается, через 10 лет или через 90 лет после первого самолета, который оказался в Бишкеке, первый кыргызстанец, а еще больше первый выходец из Центральной Азии, первый выходец из тюркоязычных стран совершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете вокруг света. Это был Союзбек Салиев, который сделал это в 2017 году. И таких людей, которые сделали такое кругосветное путешествие, всего лишь 230. Ну, сейчас уже, может, чуть больше, но это гораздо меньше, чем людей, которые побывали в космосе. Вау. И Союзбек Салиев таким образом исполнил свою давнюю мечту сделать кругосветку, будучи за штурвалом маленького одномоторного самолета. Но слава богу, что сейчас, если ты хочешь исполнить свою мечту, тебе не обязательно иметь свой самолет, садиться за штурвал, рисковать, как Союзбек Байке. Он рассказывал, что он попал в бурю в пустыне. Он рассказал, как тайфун на Филиппинах их чуть не угробил. Сейчас достаточно просто зайти на авиасейлс, выбрать направление, выбрать даты, вбить свои данные, купить билет. Этот билет придет к вам на почту, и все, вам не нужно его распечатывать. Вы должны дойти до аэропорта, показать этот самый онлайн-скан, и вы почти уже исполнили свою мечту. Поэтому, да. Там, кстати, в авиасейлс есть очень классная функция, где вы можете выбирать не один город, а несколько направлений, и он вам подберет самый выгодный билет. Очень удобные фильтры там, с пересадками, с ценами, поэтому пользуйтесь авиасейлс поиском дешевых авиабилетов. Ты хорошо разговариваешь на английском, хорошо разговариваешь на кыргызском, хорошо разговариваешь на русском. Вопрос такой, когда ты записывала свой первый тикток с Айкой, то есть ты же могла бы там и английские какие-то словечки добавлять там, и так далее, ты могла бы охватить там тикток, я не знаю, англоязычную, да, аудиторию. Вообще расскажи о вот этом всем опыте, который с тобой произошел, как произошел первый бум в тиктоке, почему, ну как бы вот все за и про, и как это все происходило. Теперь мы не бабушка с дедушкой, Айтер рассказывает, депрессия там, что там, как-то. Короче, в 2020-м немножко мне так обидно было, что, типа, бывает же, когда человек вот всех обвиняет, такой он хороший. Я вот такая была. Я думаю, вот меня там нормальные блогеры не замечают, вот мне нормальные рекламодатели не пишут, там вообще никто не хочет со мной связаться, потому что, ну, типа, вот не с моим контентом что-то не то, или я мало работаю, да? А нет, это вот другие виноваты. Вот все виноваты, вот все плохие, я одна хорошая, да? А потом такая думаю, а кто ж тебя заставлял вот так на 1,5 года уходить? Вот большой перерыв такой, да, и просто вот так забросить то, что ты начала. И у меня были мысли, типа, я не буду возвращаться в ТикТок, потому что уже поздно. Вот я 1,5 года потратила, сейчас, если я вернусь, все, уже не смогу набрать, да, уже поздно. А если бы вот эти вот всякие думки, да, и
человек сам себя останавливает, он думает, у меня не получится, я не смогу. Вон, у нее же лучше, она быстрее набрала. Вот у меня сейчас было бы 2 ляма, вот у нее сейчас 2 ляма, у меня там 30 Короче, тысяч, да? сильное сравнение пошло. Сильное сравнение. А потом я такая думаю, ну, этот человек, это блогерша или блогер, чтобы дойти до этих 2 миллионов, он тоже что-то делал. Он не уходил в депрессию. Он, если даже уходил, как-то из нее выбрался, видимо, да, раз он до сих пор творит, делает. И я поняла, что контент, блогер, это, давайте грубо скажу, клоун, развлекалово для своей аудитории. Это как, когда ты устраиваешься на работу оператором на радио, тебе говорят, одно из главных условий всегда быть в хорошем настроении. Если у тебя плохое настроение, зритель почувствует это. Он такой, типа, так, я просто переключу, сейчас еще куча других радио есть. То же самое, если блогеру плохо, если что-то не так, он это чувствует. И я дала себе время просто, за что я очень благодарна, что вот за эти 1,5 года, возможно, я поняла, что даже стоматология не мое. Я хочу что-то другое делать, да. Мне не нравится сидеть в одном кабинете и что-то делать, просто не двигаясь, да, не выходя из него. Я хочу придумывать всякие эти, я хочу там поездки, там то сё, короче, да, вот это все творить. И когда я сняла Айку, я такая думаю, если даже не залетит, я еще буду пытаться. Я не буду повторять ошибок с 2020 года. Вот я порву, короче, всех такая, я такая камбэкнулась, всем начали писать, легенда вернулась, и это еще выше мотивация. Ну и нашлись хейтеры, которые такие, типа, ой, типа, как начала, так и угаснешь, короче, да? Типа, вообще, так, типа, никому не интересно уже, да, типа, вот так. И я такая, ну, господи, хорошо, я буду никому не интересна, да, я такая думаю. И потом, когда я поняла, что вот такой контент залетает, я поняла, что айки становится много. Я такая, так, надо чуть уже Аклай добавить, и начала английский добавлять уже. И такая, думаю, все, айка у меня теперь и на английском, короче, скоро и французский добавим, и итальянский, короче. И я поняла, что этого персонажа надо боготворить, ее надо продвигать, но при этом не забывать о себе. Потому что очень часто вот персонажи всякие бывают же, которые 2-3 персонажей играют, да, актеры точнее, они же как-то из образа выходят, потом восстанавливаются, а есть, которые остаются в этом образе. Мы тут возвращаемся к Гарри Поттеру, да? Да. К Дэниелу Рэдклиффу, который, ну, условно, не смог выйти из своего Точно. образа. 100%. А можно ли сказать, что Айка — это твое альтер-эго, и через что ты конкретно сублимируешь через него? Айка — это та, которой я бы хотела стать, да, скажем так. А я через нее все свои хотелки выбрасываю наружу, да, я получаю все от жизни благодаря Айке, да. Все, что я когда-то не смогла сделать, все, о чем я мечтала, я получаю сейчас через нее, благодаря ей. Возможно, прозвучит как шиза, но а что поделать, да? Слушай, мне кажется, такая Айка в каждом из нас, из девушек Да, есть, и поэтому Айка и цепляет. Потому что Айка есть Жасмин, Да. Айка здесь вот тоже есть, да, в России. Что мне кажется, у каждой девушки есть своя такая чертовщина, да, которая вот иногда... Хочется наружу, да? Да, у меня, допустим, есть... Вот хотела спросить, расскажите. Ужас, во мне иногда живет там Айбек, да, какой-то. Когда вот я такая... Вот так вот начинается. Я поняла, что мне нужно там как мужчина поступить, да, такая, все, Айба во мне проснулся, да. Либо во мне там живет Стас, когда я ржу, как не знаю, кто такой. О боже, проснулся Стас, да. Во мне там Халья Апа живет, да. Потом Чикуля. Да, когда, допустим, вот я с молодежью особенно общаюсь, они там начинают там свои проблемы говорить. Ужас, у меня там просмотров всего там 100, хотя я думала, мне столько выйдет. И вот начинает эту проблему выводить на глобальный уровень, ты думаешь... Мне бы это... Стекла, вот так вот, да? То есть, ну, и когда я смотрю на Аклай, на ее Нагайну, и вот эти все моменты, я себя прям вижу в ней тоже, вот какие-то моменты, когда хочется дурнуть, да, там, прикольнуться в машине, там, с подружками, с девчонками. В каждом из нас просыпается такая за деньги, да, за деньги, да. Вот многие ее обижают, а на самом деле у Айки вообще жизнь вот самая лучшая. Она не такая дурочка, которая ни о ком не парится, ни о чем не думает. Просто единственный момент не затягивать этим, да. То есть люди, когда сильно вот так начинают затягивать, либо сильно тупят, уже там уже деградация начинается, да. А вот очень важно вот вовремя остановить эту Айку просто. Окей, такой вопрос. Пока мы еще не останавливаем Айку, мы держимся за нее, да. Я рассказывала о истории с одним из казахстанских артистов, да, и мы видим очень много твоих выездов в Алматы, где ты снимаешь какие-то совместные видео с ребятами. Расскажи, пожалуйста, о первом каком-нибудь своем таком заграничном, интернациональном выходе коллаборации, либо, возможно, о ком-то из местных блогеров тоже, с кем ты такая получила запрос, такая, о, классно, офигеть, как круто. Зи. Я, кстати, о тебе узнала через Зи.
Серьезно. Да. Если ты меня смотришь, спасибо тебе. Как это? Держитесь, теперь мы заново падаем на шчине. Держитесь, мы заново взлетаем. Зи такой, what the fuck? Зи такой, girl, you better don't embarrass me, да? А Зи, я хочу вас поблагодарить просто за то, что, блин, я сейчас начну плакать, короче. Ну, типа, когда у меня было вообще 2000 подписчиков в Инстаграме, короче, я написала Зи, он такой, типа, go. Для меня человек, у которого, типа, ну, такая аудитория, он такой, типа, вообще пофиг, пойдем с ними, короче. И у меня первый видос залетает, и я такая думаю, блин, типа, what is going on, короче, да? И типа Зи, человек, которым ты его видишь в телевизоре, условно, и он в жизни просто такой, типа, мы как брат и сестра, короче, сидели, да, типа там то все, короче, и я такая просто на него смотрю и просто не понимаю, что происходит, да? Типа человек, которым я восхищаюсь, он сидит и со мной снимает коллаборацию. Наша первая успешная коллаба. Вот. Ну, Зи, конечно, в этом плане очень вообще. Зидушка, мне кажется, вот все его знают там по внешнему, я его знаю давно. Да. И, типа он в обычной жизни, мне кажется, гораздо круче, чем он даже на экране. Да. Ну, очень душевно. Мы были с Зи вместе на Fashion Week, на Visa Fashion Week в Казахстане, и у меня такой был proud момент, да, такой гордый момент за него, когда просто толпа очень красивых, фashionable'ных девушек, женщин, там Бамон, да, алматинский, стоял в очереди и говорили, girl, блин, это вы. И я такая, да. Это наш трендсеттер, да? Да. Поэтому очень круто. Окей, да, Зи. Вот, да, Зи. Да. А потом уже подписалась, короче, ну, Айджан Асемова, Нагимуша, это просто у меня там это вообще Жека, когда подписался, Жека, когда написал мне привет, я такая просто, да, это просто... Вот я тоже благодарна Зи, когда на меня подписалась Нагимуша, я такая... Это просто... Вот так вот. Когда Нагимуша мне написала, типа, я так, я очень радуюсь за вас, и, типа, мне нравится ваш контент, я такая просто не понимаю, что я такая думаю, Нагимуша, может, это Алина пишет через вас, да? Алина, уйди, разлогинься, да? Выйди из Нагимуши. Ты сейчас просто издеваешься надо мной, да? Лена, кусай локти. Но это была Нагимуша, понимаете? Она, ну, тоже, опять-таки, человек, динозавр, да? Самый такой прям испокон веков, да? Начинающий блогер. Начинающий. Один из первых, да? Одна из первых. И она вот говорит, что, типа, наблюдает за моим контентом. Это просто что-то, я не знаю, Айджан Асемова, да? Типа, просто вот. Ну, такая старая гвардия крутит. Да, Эльдана Форайс, Вайнер. Эльдана, вы еще не подписались, пожалуйста. Эльдана. Такие зафорсили. И вот, короче, первая коллаба, это Ами Рамазанова, может быть, вы знаете ее? О, там такая красивая девушка. Вот люди, да, вы вот думаете, что, типа, Ами такая, да, типа, такая высокомерная, вообще, да нет, ребята, Ами просто вот самый человек, это вот идеальный момент того, что, типа, я думала, что ты тварь, пока мы не встретились, да? Вот идеальное описание. То есть все люди говорят, что, типа... Нет, она там, очень... Типа, она высокомерная, да, там, или еще что-то, но она просто супер Ну, слушай, человек. Она имеет право быть высокомерной при ее внешности. Да. She is hot. То, как она себя преподносит, вот, да. Уверенность просто вот так ручьем рядом с ней я зарядилась абсолютно. Она столько мне инсайтов дала, кстати, вот Жека тоже, Жека, спасибо, да, тоже... Прям, вот Разия подтвердит, столько инсайтов. Разия как будто абьюзерша, менеджер, которая так сидит, и я бесконечно на нее смотрю, такая, можно, да? Это говори, это не говори. Да, и Разия такая знаки подает вот так, да, типа после интервью. Ну, это вот очень классное ощущение, когда ты чувствуешь какую-то гордость за себя, потому что я на Visa Fashion Week, когда была в Курчаке, ко мне подходит там мой султан такой, я знаю, это Курчак, я такой, да. Или там Dude on the Guitar. Это Курчак. Я такая, yes! Начала. Да, мне нравится в этом плане каннабисик. Он мне впервые появился. Поэтому, блин, здорово. Но еще же помимо Казахстана, Кыргызстана, ты же вышла в глобальную тоже аудиторию, да? То есть еще есть там кейс Инстасамка, по-моему, есть кейс Варнавы. Инстасамка, это я считаю, что как бы есть там. Я не особо фанатка Инстасамки такая, но... Но за деньги, да. За деньги, да. Завтра статья будет. Мириша слушать Инстасамку? Нет, я к тому, что Айка стала популярной за счет песни Инстасамки. Да. И Инстасамка перезаписала свою песню в исполнении
Айки. Серьезно, вот так произошло? Да. Да, Вау. то есть она не свой оригинал пела, она пела версию Аккалай с караоке. Караоке. А там как, она отличалась тем, что ты как-то вот по-другому, да, ее получается? Да. Я вообще делаю, что хочу. Да, вот так вот, понимаешь? Что? Да, то есть она, ты понимаешь, как это круто? Вау. Мне начали скидывать, короче, мои подсничники, мои любимые, подпешники, да, начинают скидывать, смотрите, инстасамка сняла, я такая... У инстасамки просто небольшой комплекс такой есть, если кто-то чуть лучше нее там обыграет, Ага. или кто-то на нее Она внешне, гасит, да? она вот так, Она гасит. за блок. Она как Алина, короче, да? Мгм. Поэтому, да, такая... А потом у меня был видос, прямой эфир, я, короче, сняла обычный эфир свой, и там, получается, 2 строчки были. Однажды я уехала тусить в Турцию, потеряла сумку, паспорт и все, да? Вот 2 строчки в своем акценте. Я захожу, короче, уже видос набрала 5,9 лямов, короче, и там форсят мой звук нереально, под ним уже 15к, короче, видосов. Я такая, вау, что происходит? И там просто утром у меня выходит звук, заблокированный из-за авторских прав. Владелец этой песни запретил проигрывать эту песню в вашей стране. А помимо этой песни у меня в эфире других песен не было. Прикольно. А это инстасам какие-то? Не она сама, скорее всего, просто лейбл. Ну, я расстроилась, окей. такая, думаю, ах ты самка, короче, 2 лиса, это, короче, блин, у тебя не то, что 3 лиса, у тебя с манекеном другая лиса, короче, у тебя бешбет, короче, вот ты вообще таш, короче, вообще, да? Сен вообще жүрегің жоқ, короче. Бирок, айка бетін тағы қалып тұр өлі Мен қойырым, короче, мен пофиг, короче, дедім, да? Вообще, дальше начала, короче, это делать, контент вообще. И вот он, короче, снял под мой звук, ну, типа, рахмат, спасибо. Не, ну это круто, это Конечно. круто. Ну и вот Варнава. Варнава сняла, короче, под мой звук, типа, я без макияжа только проснулась, да, типа. Ну, слушай, и даже твое выражение потихо стало, да, на душе потихо стало. Да. Это Смотри, вот топ фраз, которые стали крылатыми, это в народ ушло. Это «иди, пожалуйста». Непонятно. Да, непонятно. Потом Классно. потихо стало. За деньги, да? За деньги, За да. деньгами. За деньги, да. Я тебя на сквозняк вижу. Да. Вот какие еще есть фразы, которые, по-твоему, стали... Ну, ты чувствуешь, что аудитория вот на эти... Афоризмы. Да, афоризм может... Они пишут мне, когда я пишу, ребят, где можно найти там колготки, они пишут, глаза проверка сделай, оптовые цены зайди. Мне, например, пишут, я говорю, типа, ребята, вы знаете, где можно жидкие колготки найти? Непонятно, что это жидкая колготка, это что вообще? Типа, Алина, это ты, да? Классно. Вот у меня есть близкая подруга Алина, и она очень любит Айку, да, но она говорит, почему Алина? Почему Алина? Да, почему Алина? Моя подружка тоже Валиева модель, Алина, это вообще никак не относится к вам вообще. Алина, не обижайтесь, это просто самое популярное Алина имя. я вас защитила. Да, вот, типа вот, Отстояла. Алина, это то же самое, как имя Айжан, Алтынай. У нас вот в Аружанках в Казахстане то же самое, это очень такое распространенное имя, и поэтому я выбрала, типа, Алина, да, ничего личного, но это просто, наверное, олицетворение вообще в целом девочек, или вообще не только девочек, а сейчас мизогиния прозвучит, сейчас меня так конфлинут. Вообще, Алина — это собирательный образ, Алина — это жизнь, которая вечно будет тебе делать вот такие вот подножки, палки в твои колеса вот так вставлять, да, и говорить, типа, у тебя не получится, да? Вот со всех То есть фейков это она будет противостояние жизни, Алины. Окей, прикольно. Либо противостояние общественных каких-то стереотипов. Да, да. То есть Алина бы так не сделала, вот Да. Айка делает. А Нурс? Да, Нурс, давайте поговорим о Нурсах. Вот Это Этого же не было в спонсор. сценарии. Да, может, ну слушай, там если был какой-то сволочь Нурс, давай поговорим о нем. Так. Потому что, допустим, у Толегоновой тоже очень классная девчонка, блогер Ваня, у нее Айбек есть, она просто может к Айбеку вернуться, да, типа, может Айбеку позвонить, да. Но я знаю, что там тоже какая-то некая история связанная с Айбеком. Есть у тебя история, связанная с Нурсом? Реально ли прототип? Да. Это прототип, но, то есть просто там имя, да, изменено, скажем так, да, просто в силу конфиденциальности, да, там, но я хочу вот эту не то, что там, типа, я не скажу, мне там 100 бывших, там, я вас всех ненавижу, нет, типа, там, ну, пару бывших, которым я бы хотела, с которыми отношения закончились не дружеские, да, и я бы им хотела просто такой посыл через Нурса, Макса и Айбу, как нужно себя вести с девушкой, как не нужно себя вести, да, как уходить как мужчина из отношений, да? Ты У мужчина. тебя, значит, Нурс, Айба и... Макс. А почему только Нурса слышишь? Нурс, потому что больше денег зарабатывает. Айка, Ну, уйди, мне кажется, пожалуйста. такое чисто, когда там может харшхыр такой в удобный момент появляется, да, как понимаю. Кстати, да, Айба — это прототип того, что есть же вот
девочки, пацаны, которые пропадают такие, и потом через месяц hello, булмен, сағындың бе мені, же сағынған жоқсың ба, да? Вот эти пацаны, это айба, да, вот, которые вот эмоциональные качели, у которых непонятки, да? Вы с собой в голове разберитесь, вам нельзя отношения заводить, ребята, вы чуть-чуть проработайте вот тут все, потом идите в здоровые отношения, а то вы так и останетесь токсичными там и так далее, да, поэтому. А Нурс это прям пример того, что типа вот, ну, человек пашет, ухаживает за девушкой, но при этом отношения не делает официальными. Okay. То есть он не понимает даже, куда он тратит свои деньги, он не понимает, просто возьми и скажи, ты моя. Нерешительный, всё. да? Нерешительный, да, то есть вроде бы ухаживает, но не может, он не понимает, мы друзья или мы пара? Вот не понимает, сам не понимает. Ты возьми, напиши, все, сегодняшнего дня ты моя девушка, там, позови ее куда-то и скажи, вот твое кольцо, да? А не так, что типа, передруг не до парень. А третий, Макс? А Макс вообще, он пропал, вообще Макс это никто просто, вообще его нету, все Максы просто. Нет, а появится ли какой-то новый персонаж, который вот будет, я не знаю, ну условно, хорошим принцем героем, такой, да, да? Принцем, что вот у нас есть хорошие парни в обществе, и у него там будет олицетворение какого-то имени, которое, возможно, ты будешь использовать у себя в видео. Ну, Эрик не обязательно использует. Но моя сердце сейчас свободное. Да, Том Реддл. Да, Том Реддл, свяжись со мной. Там может какой-нибудь Тенай появится. Нет, у меня сейчас никого нет, мое сердце свободное, я прям хочу просто пахать или как правильно, пашать. Да, короче, пашать вообще полностью, контент, короче, у меня сейчас просто времени нету, все. А так Сетошка принимаю, Каспи, М-банк, опция М-банк, здрасте. Да, здесь могла быть ваша реклама, да. Эльсом нету, надо открыть, ну вы там деньги все скидываете, я потом обналичу. Нет, вы же заранее всех рекламируете, у нас же какой банк есть? Бакайбанк. А, Бакайбанк тоже, я скоро карточку сделаю, я к вам Самый приду классный скоро. банк. Самый классный банк, минус 25%, если вы... Если вы... Утренний сторис пишешь. Просто не залететь в эту коллабу. Вы оплатите картой Platinum или Infinity, у вас 25% World Class. Это утренний сторис миришь. Да, Это, кстати, вообще не платная реклама, это просто за от души. Нет, просто я делаешь. сейчас от души в лице Да, нет, платно Бакайбанка. потом она... И вот на так сегодня конверт бесплатно. Дарю Platinum карту, О, все. Все, мы Спасибо. свяжемся. Бакайбанк, call me. Для меня почему-то Платоновая карта. образ Нурса это был, знаете, такой вип-кыргыз, который спонсор всего банкета, клубники в шоколаде, Светошков. На Нет, камере он ездит, жизнь- да, который- На камере обязательно волк, Да, на 100 аватарке. на розы строго. Я имя не буду говорить, нет, он такой и был. Просто видите, человек не смог, человек в любую секунду рядом. Человек может принести тебе деньги, человек может прийти, я могу сказать, типа, я потеряла кошелек, он такой, тут как тут, если ты это видишь, кусай локти, да? То есть он в любой момент, человек просто тормоз. Ты столько делаешь. Не, ну слушай, он не тормоз. Да? Он же делает что-то. Он же по-любому. делает, Да, ну да, просто он, наверное, не до конца Он нерешительный. дожимает до как мы говорим, газа. да. Не Блин, это же проблема. Тормозит не там, где надо, короче. Да. Окей. Нет, а вот можно спросить такой вопрос, если говорить про творческую составляющую, вот ты когда включаешь камеру, начинаешь делать запись, все выглядит, ну, я поражаюсь, потому что ты на ходу придумываешь, или ты не придумываешь, или ты заранее скрипт делаешь, или вот как происходит процесс создания видео? Ты можешь немного подробнее рассказать об этом? Ну, наверное, как у всех блогеров, да, типа мы сначала чуть прописываем, пишем вот эту идею, но бывает момент, когда прям ильхом, да, такое вдохновение, когда ты хочешь просто вот так, грубо говоря, да, вот прет, надо записать, я просто записываю, но это, видите, опять-таки не так, что я сидела такая, сказать кондиционер или кондиционер. Нет, просто, типа, рандомно услышала у кого-то, увидела, потихо так записала и все, да? То есть и дальше я уже начинаю сочинять. Но бывает момент, когда я иду вообще не по скрипту, да? Как сейчас, например. Я просто... Да. То есть поставила камеру и начинаю снимать так. Нурс, кусай локти. Так, песня же есть, да, у Лукманапа, да, типа между нами расстояние, там вот это, мне не платил Лукманапа. И, короче, это... Лукманапа меня фолловит. Привет. О, да, мне нет. Такая... Рядом моя И тут музыку ставьте, пожалуйста, спасибо. У них с Бейшем новый трек вышел. Классно тоже. И вот, короче, вот просто ставишь камеру, если... У творческих людей так, если есть вдохновение, там так попрет, что аж на 3 видео вперед, короче. Так что тут 2 варианта, и то, и то. А вот если процентно говорить,
те, которые на Ильхоме, и те, которые заранее прописаны отношения, какого у тебя Так, примерно? 70/30. 30 прописаны, 70 прям вдохновение прет, надо сделать, надо сейчас снять. Вот я этому удивился, что когда мы с тобой познакомились, я совершенно не знал, не ожидал, какая ты, что, как. Мы встретились с Ахлай на презентации одного автомобиля, и я такой думаю, блин, она здесь, прикольно, мне очень нравится это творчество. Я просто подошел, поздоровался, сказал так, и мне что сразу удивило, мы как-то начали легко общаться, и ты сразу начала, включила Айку, или ты не включила, оно само выходит, просто на автомате ты классно начала когда делиться своими панчи, у тебя панчи выходили, да, от Айки. Я просто такой думаю, офигеть, это настолько у тебя органично и само по себе выходит, что это смешно и уместно это все. Да. И вот для меня, конечно, это важный момент, что ты являешься сама по себе, как бы образ внутри тебя и живет, и ты, грубо говоря, его иногда там включаешь или выключаешь, не делаешь это супер там фейково, да, что ты прям заходишь, пытаешься подумать, а как бы она это сказала, нет, это сейчас пусть происходит, да, гармонично. Да? Это очень интересный момент. Еще один следующий момент, вот давай проговорим про то, что Айка это вот определенный образ, да, девушки, которые там гламурные и так далее. А вот если говорить про антипода Айки, какой это человек, вот как ты думаешь? Что это антипода? Антипода это когда все... Я пытаюсь что-то смешное сказать, никогда не получается. Короче, антипода, давай скажем так. Вот есть Айка, а как выглядит девушка, которая противоположность этой Айке? То есть она что? Она типа учится, она не стесняет своего языка, она там, не знаю, она одинокая, или наоборот, она принимает ухаживание, да, от мужчин. Вот какой был бы образ обратной Айки? Обратно Айки? Ну, наверное... Алина? Да. Алина Двалисая, блин. Ну, Айка, я же, как уже сказала, чуть немножко глуповатая такая, туповатая такая, вот у нее все налегке, да, грубо говоря, у нее жизнь вот так по маслу, да, всегда она получает то, что хочет. Но при этом есть момент, когда вот эта тупость, на ней далеко не уедешь, грубо говоря, да, ее, скажем так, обратная сторона, то есть ее антиперсонаж, или, скажем так, как антипод вы сказали, это девушка, которая четко знает, чего она хочет от жизни. Не так, что, типа, сегодня интересно мне Нур, сегодня клубнику принесет, или Айва, да, нет, она знает, что у нее будет такой-то, такой-то муж, такой-то, такой-то парень, там, или еще что-то. Она знает, она знает, чего она хочет в карьере, она знает, какое у нее образование должно быть, она знает, чем будут заниматься ее дети, да, и она знает все абсолютно, она успешный человек, вокруг нее всегда, Мириша, да, такая, вот, Мириша, может быть, да, я ее описала, да, сейчас человек, который успевает абсолютно везде и во всем, которая именно делает это не так, что вот надо, да, потому что это уже в ней есть, и это не забрать, к сожалению, к счастью, из нее, это в ней есть, понимаете, вот, возможно, успешный образец для меня, как мама, как личность, вообще как женщина, вот состоявшаяся для меня, вот можно Мириша, да, вот сказать, именно если мы говорим о... Супервумен. Да, вот супервумен говорю. Супервумен, тут у меня французский даже. То есть она вот такой идеальный пример того, что можно успевать, если есть желание. Можно сделать и то, можно делать и это, можно быть со всеми в хороших отношениях. Никогда. То есть нет такого, что там, типа, так, с этим нормально, с этим нет. Нет, можно сохранять отношения со всеми и можно сохранять при этом любовь к себе одновременно, понимаете? То есть она получает любовь от всех, потому что она ее излучает в таком же количестве и получает в 2 раза больше. Окей. Вау, круто. Прикольно. Да. То есть можно сказать, что 2 антипода сейчас. Да, Айка и Мириша, да, которые клево. А если говорить про вот месседж для твоей аудитории, для молодых ребят, потому что мне кажется, что сейчас вот классный тренд идет, что появляется ответственность перед аудиторией за то, что мы транслируем в их сторону. То есть, потому что смотрят дети, ТикТок в основном мы знаем, это среди школьников распространено, да, или среди молодых ребят, студентов. И возникают ли у тебя какие-то моменты, что ты думаешь, блин, окей, я-то передаю, но какие-то люди, может быть, не понимают, не выкупают вот этой иронии, не выкупают там твоих каких-то мотивов, потому что сейчас мы разобрали, у тебя там целые архетипы за твоими образами, да, там за Айба это стоит, там за Айка это стоит. Вот что бы ты хотела бы донести до той аудитории, которая, может быть, не понимает этой иронии, или, может быть, ты опасаешься, что они неправильно будут трактовать, и это будет им во вред. Вот в этом вопросе у тебя есть какая-то позиция, которую ты хотела бы разъяснить, или задумываешь ли бы
Те, кто не понимает, если в шуточной форме, это Алина со всех аккаунтов, короче, пишет. А если серьезно сказать, то, мне кажется, реально есть, которые, типа, не понимают, потому что иногда прям всерьез могут директ написать прям такое сообщение длинное и сказать, типа, не понимаешь, что за тупизм. Что вы пытаетесь доказать, да? Что ты делаешь, да? Дура просто. Вот соберись и скажи мне, чем ты занимаешься, да, грубо говоря. И таким людям я хочу сказать, что, во-первых, воспринимайте эту жизнь чуть легче, пожалуйста, да? То есть у нас и так много негатива в мире, да? Просто будьте попроще, будьте налегке, да? Жизнь, она не останавливается только тем, что я там кого-то там, может быть, по их мнению, там, оскорбила там или еще что-то, да? Контекст был юморной, но с таким, что его поймет только тот, кто сам таковым является. То есть человек, если он видит, что что-то его задевает, триггерит, значит, это в нем есть. лежит. Да, лежит в нем. Согласна? Да, согласна. По-любому. Допустим, у меня Айка вызывает только восхищение. Потому что у Мириши только и сидит вот это чувство восхищения. То есть, если ей что-то не нравится, я уверена, что Мириша просто скипнет. Ну да. Она не будет сидеть строчить, потому что у нее в жизни все хорошо. А люди как раз-таки, которые пишут, я не понимаю, объясните мне, это такие люди, которые как раз-таки от всех чего-то требуют. Но у меня восхищение к персонажу Айки с вот такого угла, да, то есть, да, там драму можно написать каждый, слезы пустить, да, но написать классную шутку, либо слова, которые пойдут в массу, вот так вот заходят, да, это для этого нужно что-то выше, чем просто юмор, поэтому... Да. Тут вот эту мелодию поставить, потому что так оно и есть. Для меня Айка это иногда той девушкой, которой мне хочется быть, беззаботной такой, типа, все, у меня бывает Жасмин, все, я сегодня Айка. Да. Где моя клубника? Вот так вот, да, потом начинаем, да, там, прикалываться. Поэтому это вот такой guilty pleasure. Да. Которые хотят, но не могут это сделать, к сожалению. Как вот эта идея пришла с бумагой изо рта, когда ты вейв, типа, куришь? Мне кажется, это вообще супер крутая тема. Я обожаю ее. Стас проснулся. Классно, супер, искренне. Нет, я в подземке себе искала тетрадки, мне, короче, надо было кое-что готовить. По-моему, я тогда Кайлс готовилась, не помню точно. Смотрю, такие классные фломастеры, принесла их домой. Как раз и в этот день я же решила снять. Но освещение классное, освещение такое очень классное, там все, погода вообще супер, и настроение хорошее. Такая смотрю на эти стики, думаю, выглядит как Айкос. Прям реально, да? Такая, а потом кто-то пишет, это флешка вообще-то, блин, вы не умничаете, да? Вы не знаете, это флешка или нет, это фломастер. Там в подземке там куча. Вот фломастер, я вот так делаю, и там, что это у нее изо рта? Да салфетка, это бумага, вот, обычная бумага. Мне, короче, ТикТок банит дым, поэтому приходится выкручиваться, да? А у девочек, вот я листала же эфиры, почти у каждой третьей, у каждой второй вот стик. Один раз, я ничего такие, ахей, жаңа один раз калыш керек, түгем қалды, да? И просто, еще они не в экран делают, а вот так. Тебя сейчас забанят, а нет, не забанят, я уже какой раз выхожу с Айкос. И Айкос. Я такая, почему Айкос? Захожу в Google, такая, как правильно читается Айкос? И там ударение на А, я такая, так, либо я тупая, либо эти девочки тупые. Второй вариант получился. И еще дальше, если говорить про твое творчество, вот эти образы девушек, которых ты транслируешь, ты реально находишь подобные эфиры в интернете, их просматриваешь и вдохновляешься таким образом, правильно? Раньше делала. Раньше так Сейчас делала. все уже. А как ты сделала? Ты заходила в ТикТок и просто заходила в трансляцию? Ну, просто вот так листаете, и там несколько вариантов выйдет, прям сразу. А капец они залипательные, кстати. Знаете, я сижу такая, Ахла, что ты делаешь? Тебе 25, ты сидишь... наблюдаешь за какой-то девочкой, которая просто ни о чем. Она рассказывает, как у нее день прошел. Она говорит, сегодня с девочками были лайбаре. Потом, когда ее ухажер заходит, она такая, блин, привет. Типа, да, сразу меняется, прям сразу. Ну да, я такое замечаю тоже на девочках. Замечается, когда заходит кто-то, они сразу. У меня есть моя любимая сестренка Айда, и она очень любит заходить в прямой эфир, она такая вся. Сразу все. А я-то знаю, мы с Айдай же у нас вместе. Стас нет, видится, да? Там Василий выходит. Там тоже епиход, да, наверное, пожелает. И мы такие, такие вот шутки, она такая в прямом эфире. Да, точно. Мек, у тебя тоже про планы, если говорить, то ты готовишь фильм. Да. Можешь немного, пожалуйста, о нем рассказать, вот что ты можешь о нем? Я такая сейчас, как Айка, так, оптимайки, что там, кто спонсорство хочет, мы туда. А нет, он сейчас на стадии разработки
сценария, есть идея. Мы с ребятами, я пока не буду озвучивать всех, кто работает над этим фильмом. Но да, есть в планах в конце сентября приступить к съемкам фильма. Это будет первый кыргызстанский фильм, где за бэкграундом будут работать в основном женщины. То есть это оператор, звукорежиссер, режиссер и вся команда за камерой. В основном это будут женщины. Супер. То есть главный продюсер, исполнительный продюсер, креативный продюсер тоже это будут женщины. Вау. Вот, то есть хочется создать такое очень классное кино. Возможно, это будет первый кейс в Центральной Азии. Вот, я уже тут ребятам рассказала и про саундтреки, про все на свете, но это вот сейчас в такой оболочке идет. Да. Фильм, дай бог, если все будет хорошо, мы найдем деньги. Да, мы закончим сценарий. Если мы начнем съемки в конце сентября, то он выйдет очень символически к моему дню рождения, потому что я являюсь главным исполнительным продюсером этого кино. Спонсор Тапсын. Это самое главное, кого нашелся. Просто мне нравится, что в этой идее, когда ты рассказывала о задумке, что на площадке за фильмом будут стоять в основном преимущественно женщины, и темы будут тоже раскрываться в женской повестке. Касаться о бытовом насилии, о абьюзе, о харассменте, о том, насколько современной кыргызской женщине бывает сложно в нашем социуме со всеми нашими нельзя, элемнедейт, уят болот, со всем нашим менталитетом. Мне очень хочется поддержать женщин уязвимых и финансово, и морально, женщин, которые разводятся, женщин, которые выходят замуж. В общем, просто хочется обнять любую кыргызскую девушку и сказать: у тебя все получится, верь в себя, все будет круто, не переживай, рядом с тобой Айка, Алина, Аклай, Мириша, все рядом с тобой. Просто знай, что ты по рождению, да, потому что тебе дал Всевышний, ты уже офигительный человек. Вот тебе не надо никому ничего доказывать. Да. Мне кажется, таких фильмов очень не хватает. Да, спасибо. И поэтому спонсоры, дайте, пожалуйста, скорее деньги, которые вам выльются в благодать просто. Вот здесь была бы ваша реклама. Например. Ты упомянула про Всевышнего, да? Я хотел бы, ребят, вас спросить, вот касательно такой, немного о тонком поговорить, да? Мы о материальном поговорили, теперь немножечко о тонких вещах. Вот какой у вас, вот особенно Айка, да, она же такая супер материалистская, да, она там бабки, 101 роза, там вейп, кальян, лайф-бар. Кстати, им спасибо, да, за предоставленную локацию. Если говорить про бенто-боксы. Если говорить про, скажем так, вот эту духовную составляющую, Аклай, как ты относишься вот к вере, к духовному росту? Ты как-то его практикуешь? Ты как-то вот, чтобы навсегда разбить людям стереотипы, которые могут ложно сформироваться? И сердца. Ну, смотрите, у меня был разговор с подписчицей в Турции, то есть она говорит, типа, какая у вас вера, да, и что первое в голову пришло, это то, что просто вера в Бога. Я просто ответила, возможно, максимально банально, максимально, так, знаете, типа однотипно, но это то, что было у меня в голове и в душе на тот момент, и если я так ответила, значит, это и был ответ, да, как говорится, о чем ты сперва подумаешь, то и есть, да, правда. И я просто... Ну, немножко, может быть, кого-то сейчас задену, там, те, кто говорят, я верю во Вселенную, да? Ну, так вот мы, Вселенная. Вот нас же кто-то создал же. Почему вы не можете просто сказать, я верю в Бога? Зачем это усложнять и говорить, я верю во Вселенную, я прошла курсы медитации там и так далее, да? Окей, классно, делайте это, но при этом не забывайте просто о ком-то, да, который о вас заботится. Вы же по-любому, если сейчас самолет начнет трясти, вы скажете, дай Боже мне сил, да, пожалуйста, Боже, я не хочу умирать, да. Ты же не скажешь, Вселенная, пошли мне ресурсное состояние, чтобы я сейчас в потоке была и спаслась, да? Чтобы мне сейчас какой-то парашют дали. Нет, ты же не начнешь медитировать. Да, визуализировать. Ты же не говоришь, надо проработать. Это все травма, надо было с родителями проработать, я бы сейчас в такую ситуацию не попала. Нет, просто ты начинаешь думать, Господи, я долечу или нет? И все. Ты начинаешь думать, вот в этот момент ты начинаешь думать о Боге, да? Вот почему бы это не делать каждый день? И все. Я не говорю быть там религиозным фанатиком, там, не знаю, уйти в религию сильно, да? Нет, начните постепенно, просто начните, признайте, что он есть, кто-то есть. Хорошо, для вас это Вселенная, но не втирайте это, не нужно навязывать это. Человек верит в Бога, классно, человек верит в Иисуса, там тоже, ну, какие-то эти, да, религии, опять-таки, не хочу никого этот. Ну, то есть верить в кого-то. Да,
Feel free верить во в что-то, кого-то. в какую-то силу. Да. Да. Окей. А у тебя, Мия, как с этим вопросом? Ты всегда была одухотворенной личностью? Или в какой-то момент ты начала вот прям более в этом вопросе как-то... Ну, я изучала ислам. Мгм. Мы были на Умра в 2013 году. Мне понравилось одно очень классное интервью. Я его увидела в рилсах. Я, честно, не запомнила имя девушки, кто она, но это какой-то очень крутой инфлюенсер в Саудовской Аравии, либо в Объединенных Арабских Эмиратах. И она такую классную вещь сказала. Она говорит, религия — это что-то интимное. Да. Она говорит, это то, что между мной и Богом, да, если, там, веришь, в религии есть Бог, да, есть кто-то. Она говорит, это что-то интимное между мной и Богом, и то, что остается между ним и мной, это вот и есть моя как бы религия, в то, что я верю, в то, что я, чем я олицетворяю, да, себя. И она классно такую фразу сказала, она говорит, я не думаю, что у Бога есть на этой земле секретари, которые имеют право мне говорить, попаду я в ад или попаду я в рай, и делаю я правильно или нет. Я сейчас так очень поверхностно ее цитировала, и меня это очень сильно зацепило, потому что я об этом очень долгое время думала, просто она так это высказала все. Я верю в Бога, мы с тобой эту тему тоже обсуждали, потому что, мне кажется, вообще человеку свойственно во что-то верить, в хорошее, в добро, да, там, в любовь, в надежду, в лучшее. Да, в кризисные моменты. Вообще мы, мне кажется, генетически так закодированы, что мы во что-то вот в такое вселенское верим. И оно имеет право быть и Аллахом, и Иисусом, и Кришной, и 1000 миллиард еще, да, там, религий, которые существуют. Но мне нравится сама идея веры. Ты во что-то веришь или в кого-то веришь. Для меня это религия. Ну и, естественно, вот эти вот стопы, там, не врать, не убивать, да, там, не лицемерить, и вот это вот все. Это уже само собой как базовая настройка. Да, точно. Да, вот. Ну, то есть я верю в Бога, я верю в то, что какие-то твои деяния всегда возвращаются бумерангом. Вот, я в это тоже верю. Вот. Я верю в любовь, я верю в людей. Да, я верю в то, что мы то, что мы имеем, мы можем быть лучше, мы можем... Who knows? Может, мы через год будем сидеть, брать интервью у Илона Маска, да? Точно. Ахла снимется в клипе у Cardi B, такая, типа... Да, понимаешь? Кстати, да. Ну, потому что сейчас мне что нравится в наше время, у нас стерты границы. Да. У нас реально стерты... И я это вот, кстати, поняла на Шамале. Куда ветром занесло, там и будешь. Да. А у нас стерты границы, и мы можем делать все, что угодно. Благо ТикТок, благо YouTube. Да, это те инструменты, которые стерли нам границы, и мы можем, сидя в Кыргызстане, что-то делать на мир, как вот парень, да, Чингис его звали, который... VFX-эффекты делает. Да. Или Вилли Букеев, да, парень тоже. Дебилианс, ребята, да. Те же Улук Манапа, Бакар, что они вообще творят, какое творчество они пишут. И это есть и в Казахстане, казахи как сейчас стреляют, узбеки то, что делают, да, там на мировом бизнес каких-то таких моментах, айтишники наши, да. Блин, мы первая страна, которая вообще завела тему парка креативных индустрий, да, и аллилуйя, он на государственном уровне был подписан. Поэтому я вот в этом во всем мне нравится слово вера в начале, во главе. Вот. Что в первую очередь нужно поверить, что это все возможно, и потом уже начинает это все притворяться, происходить. Я полюбила одиночество. Но опять-таки это игра не в долгую. Потому что Адам керек, да, человеку нужен человек. Но в одиночестве человек максимально понимает, что он хочет. То есть он высвечивает полностью он даже в уединении не понимает того, что он понимает в ододиночестве. Вау. Интересно. То есть это тоже состояние необходимо для человека, чтобы понять какие-то... Да. Ровно так же, как и смерть, к большому сожалению, да? Ну вот одиночество, мне кажется, это... Когда человек одинок, он знает реально, чего он хочет. И поэтому, возможно, он одинок. Круто, круто.
Айка тоже одинокая? Нет, она не остается без внимания. А Клай, возможно, да, иногда. Но мне почему-то первое в голову пришло, это вот типа, вот бывает же самый такой банальный момент, может, мне не так глубоко, я не особо глубоко мыслю, но вот типа, бывает же, типа, я там люблю ходить одна в кино, там, одна в кафе, да, это тоже, знаете, сложно на самом деле. Вот я, например, на мероприятии обязательно должна кого-то взять с собой, потому что мне некомфортно одной, да. А вот, например, у меня была знакомая, она может одна в кафе пойти, одна в кино, одна гулять, то есть вот она чувствует гармонию с самими, да, себеми. То есть это прекрасно. Вот пока ты не полюбишь себя, Почему, например, Мириша, вот вы говорите, вы можете, да, одна сходить в кино, потому что ей комфортно. Она может остаться наедине со своими мыслями, потому что там ничего такого жуткого нету. It's okay for her to stay with herself, да, in one room. Она ничего не сделает с собой, грубо говоря. То есть она просто такая отдохнет и все. Она не будет думать, типа, не будет убегать от себя, там, звонить подружке, говорит, может, с тобой, может, вместе, да? She feels perfect herself. И я вот думаю, что, наверное, только пока ты себя не полюбишь, пока ты себя не примешь, свои комплексы, свои какие-то негативные моменты, ошибки, там, то сё, благодаря этим ошибкам ты и есть, да? Вот ты сегодня здесь, потому что ты когда-то сделала так-то, так-то. Ну Ребят, да. хотел вот в завершение, на хорошей ноте завершить и спросить у вас, как вы, вообще, что делает вас счастливыми, что делает вас счастливыми людьми, и, может быть, это поможет, да, и там зрителям найти какую-то классную мысль, которая им тоже поможет, да, в это сложное, на самом деле, непростое время сегодня. Вот ответьте для наших зрителей, что делает вас счастливыми? You first, go first. Или мне. Ну, я как будто сегодня мой подкаст. Ну, слушай, ладно, направо такая эйджистских, так как я старше. Да, шучу. А меня делает счастливой чувство влюбленности. Да. Yes, я себя чувствую очень счастливой, у меня глаза горят, да, мне классно. Я влюблена в жизнь, в спорт, в то, что я делаю, вот в эту атмосферу. Вот это меня очень сильно зажигает, и я в этом чувствую счастливой себя. Человек же не может себя каждый день, каждую секунду чувствовать счастливой. Но вот это, вот, знаешь, бабочки в животе, вот так классно, тебе хочется и нарядиться, и одеться, и ты это вот так вот раздаешь людям. Да. Вот это нет. Меня делают счастливые люди, во-первых, такие люди, как Эрик, такие люди, как Мириша, наш продюсер креативный, и все, кто сейчас в этой комнате, эти люди, они, понимаете, что они плодят счастье вокруг себя. То есть они вот такой лучик, и вокруг них всегда счастье, потому что они сами вот такие люди, да, грубо говоря, мы делаем друг друга счастливыми. И я хочу сказать, что если вы хотите быть всегда на позитиве, всегда хорошо себя чувствовать, окружайте себя такими успешными, талантливыми людьми, которые готовы рвать просто за нацию, за страну, да, которые всеми силами делают так, чтобы поднять страну опять с ног, спасибо. Да? Чтобы наша страна стояла твердо благодаря таким людям. Она ну и стоит. клубника в шоколаде. Точно. Я даже не подумала об этом. Да, ну и клубника в шоколаде. Клубничная бомба, честно, бомба. Потому что после нее меня Жасмин доставала. Да, хочу клубника в шоколаде, хочу клубника. Я говорю, слушай, я тебе не Айба. Ты не Макс, да? Я тебе не Хансбик, да? Я тебе, мне самой нужна клубника в шоколаде. Да, ты сама как клубничка в шоколаде. Да, ты как цветочка. Эрика, а что тебя делает счастливым? Да, что тебя делает счастливым? Меня делает счастливым осознание того, что я жив, что в этой невероятной, огромной вселенной Бог дал мне возможность чувствовать, слышать, видеть. То есть в самом простом на самом деле, в очень простом, как бы ни казалось, вот это осознание, что я могу создавать что-то, созерцать и созидать при этом, и знать, что мои близкие все здоровы, и что я могу любую мысль, которая ко мне придет, ее реализовать. Это делает меня действительно счастливым. Прям хочется вот так сделать. Айка сегодня столько новое слово выучила. Созерцение и адгностик. Спасибо. Много слов. Словарь запишите, друзья. Это сегодня прямой эфир будет.